الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Мы начинаем с восхваления Аллаха, мы восхваляем Его, мы просим у Него помощи, мы просим у Него прощения, мы просим убежища у Аллаха от зла в нас самих и от плохих последствий наших злых деяний. Если Аллах кого-то ведет, то этого человека никто не сможет сбить с пути. И если Аллах позволит кому-то сбиться с пути, то того человека никто не сможет направить. И я свидетельствую, что только Аллах один достоин поклонения, и что Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, является рабом и последним посланником Аллаха. И я также признаю, что лучшее слово – это книга Аллаха, и лучший путь – это путь Мухаммеда, и худшее из всех дел – недавние привнесения в религию. И все, что недавно было внесено в религию ислама, называется бид'а или инновация. И любая инновация есть заблуждение, и любое заблуждение есть уход с прямого пути, и любой уход с прямого пути ведет в огонь. И вот она, Кока-Кола. Так что же это за напиток Кока-Кола? Давайте прочитаем, о чем здесь говорится. Приготовлено и разлито в бутылке компании Кока-Кола. Пока что ни слова адреса, что очень хорошо. И здесь же говорится о содержании этого превосходного напитка. Функциональное тесненное устройство в виде контурной бутылки содержит воду с карбонатом. Вода с карбонатом обозначает шипучую воду, воду, в которой присутствует газ. Сахар. Краситель 1,50. Пищевая кислота, заправка и, конечно же, сегодня кофеин заменяет первоначальный компонент в этом напитке – кокаин. Это очень интересно, поскольку сегодняшний разговор пойдет не о самой Кока-Коле, а о том, что она представляет и символизирует. Конечно же, Кока-Кола представляет и символизирует
американскую культуру. Американскую культуру. И если есть какой-либо символ, который представляет американскую культуру, то это Кока-Кола. И то, что именно этот напиток символизирует данную культуру, действительно является здесь невероятно уместным. Поскольку культура Кока-Колы – это культура материализма, культура потребительства, культура, заявляющая нам о том, что для наслаждения жизнью и для получения лучшего от жизни необходимо удовлетворять свои страсти, желания и аппетиты. Окружая себя материальными благами этого мира, вы придете к успеху и счастью. Покупайте это, покупайте то, получайте это, получайте то. Если вам нравится что-либо делать, делайте это. Нравится та или иная пища, ешьте ее. Хотите вести себя каким-либо образом, так себя и ведите. Все, что нравится делать в жизни, то и делайте. Тот Бог, которому поклоняются, то, чему покоряются, то, чему подчиняются, покоряются и повинуются, представляет собой страсти и необузданные желания. То, что мы называем нафс или аль-хава. страсти, собственная персона, необузданные желания. И Кока-Кола это просто идеально символизирует. И она символизирует не только это отношение, ментальность и жизненную философию, она также превосходно демонстрирует последствия такой жизни. Так что же Кока-Кола с вами делает? Как только вы ее выпили, она тут же дает моментальный отклик. И этот моментальный отклик выражается чувством удовлетворения, наслаждения и приливом энергии. Это то, что как Кока-Кола влияет на вас. Выпиваете ее и получаете удовлетворение, повышение сахара и кофеина, и, возможно, вскоре еще и отрыжку от газа. Но реальность такова, что очень скоро вы скатываетесь вниз. Вскоре после того, как вы были на высоте, вы ощутите себя подавленным. И для того, чтобы встать и снова подняться на эту высоту, вам нужно будет употребить еще большее количество этого или подобного напитка, дающего прилив сил. Таким образом, для пребывания на этом постоянно высоком уровне, вы пьете все больше и больше и покупаете все больше и больше. И это реальность тех людей, которые поклоняются своим страстям, своим желаниям и самим себе. И на самом деле Кока-Кола очень хорошо иллюстрирует то, какой образ жизни в западном мире. Очень точно иллюстрирует. Удовлетворение не длится долго. Удовлетворение временно. Кратковременный прилив энергии, быстротечная радость, за которой следует точно такой же период спада. И пытаясь снова заполучить счастливые мгновения, мы умножаем наши потребности. Мы находим все больше и больше путей удовлетворения наших желаний. Но реальность такова, что мы никогда не сможем удовлетворить страсти и желания. Такова сущность человека. Пророк Мухаммед, саллаху алейхи вассалям, говорил, что если сына Адама одарить долиной золота, он возжелает еще одну. Если сына Адама одарить долиной золота, он возжелает еще одну.
Ничто не удовлетворит желания сыновей и дочерей Адама, кроме могильного праха. Ничто не сможет удовлетворить наши желания. Единственный момент времени, в который наши страсти будут удовлетворены, станет то время, когда мы умрем. Таким образом, эта цивилизация, если вообще можно назвать цивилизацией, философия или идеология, учит нас тому, что путь к счастью в этой жизни лежит в удовлетворении ваших страстей, стремлений и погони за желаниями физическими, эмоциональными, идеологическими. И что окружение себя материальными вещами ведет к успеху в жизни. Но в реальности мы-то знаем, что это не приносит длительного удовлетворения. Мы покупаем что-то хорошее, например, новую одежду, приобретаем новый дом, новую машину. Но как долго длится наша радость и удовольствие? Несколько часов, несколько дней? Может быть, несколько дней. Но уже совсем скоро мы снова желаем чего-то более дорогого, более красивого, более быстрого. Быстрее. И если наше удовлетворение связано с адреналином, то мы пробуем этот вид спорта, тот вид спорта, но мы всегда в поиске того, что вызовет у нас еще больший приток адреналина. Точно так же некоторые люди удовлетворяют свои страсти и желания в сексуальных отношениях, в распущенности. Но удовлетворение не приходит, ибо как только вы перепробовали все, требуется что-то новое для возбуждения. Вам необходимо что-то еще, чтобы вас стимулировать, и люди начинают скатываться все ниже и ниже. Фетишизм, оргии, однополые отношения. Или вам уже не хватает того, что у вас есть своя жена. Вас тянет пойти и развлечься с чужой женой. Вы же только так можете получить свой кайф. Поскольку реальность такова, что вы всегда не удовлетворены. Сколько денег бы у вас не было, вы хотите еще. Сколько бы успеха и признания у вас не было, этого мало. Как бы вы не были красивы, вы хотите стать еще красивее. В этом реальность. И когда мы смотрим на западное общество, что же мы наблюдаем? Мы наблюдаем нечто очень страшное. Мы видим то, что все общество полностью поглотил потребительский интерес. И какими результатами и последствия он приводит? Каковы же результаты и последствия? Таковы, что мы имеем очень малую часть населения мира, которая потребляет огромную часть его ресурсов. 17%. 17% мирового населения потребляет 70% его ресурсов. 1/7 часть. 17% мирового населения потребляет 70% его ресурсов. Мы знаем, что уничтожаются тропические леса, что загрязняется окружающая среда. Мы знаем, что люди голодают, что люди умирают, что у людей нет водопровода и канализации, у людей нет элементарного доступа к чистой воде, пище, и нет основной медицинской помощи. Но где это все происходит? Все это происходит в так называемых странах третьего мира. Но если посмотреть на эти так называемые страны третьего мира, вы заметите что-то очень странное. Вы заметите, что в действительности все эти люди экспортируют продукты питания. Экспортируют в то время, как умирают от голода. Несмотря на то, что у них недостаточно медикаментов, они экспортируют ингредиенты для изготовления лекарств. У них не хватает ресурсов, чтобы одеться. У людей нет одежды. И при этом они шьют одежду для других. Так куда же экспортируются все эти продукты питания?
куда экспортируются все эти ингредиенты, все эти ресурсы и все эти минералы, тоже все это потребляет. Запад, Америка, Австралия, Европа. Маленький процент мирового населения контролирует, потребляет и эксплуатирует мировые ресурсы. Почему? Причина в образе жизни культуры Кока-Колы, которая учит нас тому, что путь к счастью в жизни лежит в ублажении ваших страстей, желаний и удовлетворении самых низких животных инстинктов. Вот вам реальность. И для того, чтобы эта культура, это общество продолжало существовать, необходимо, чтобы большая часть мирового населения жила в нищете и была подавлена политически, экономически, идеологически. Потому что западная капиталистическая экономическая система зависит от возможности эксплуатировать других людей. Зависит от возможности приобретения продуктов питания, минералов, ресурсов и рабочей силы по минимальной цене для дальнейшей переупаковки и перепродажи по максимальной цене. В этом реальность культуры Кока-Колы. В этом реальность материалистической философии, которая доминирует в современном мире. И действительность в том, что западный мир не останавливается ни перед чем. Войны. Подстрекать войны. Придумывать войны. Уничтожать людей. Сбрасывать на них бомбы, убивать их. На самом деле все это не важно. Если главная цель в достижении экономического, политического и военного доминирования над миром. Почему? Как они говорят, чтобы защитить наш любимый образ жизни. Это то, что они говорят. Это то, что сказал нам Джордж Буш. Чтобы защитить наш любимый образ жизни. И любимый образ жизни обозначает то, что мы позволяем себе следовать за нашими страстями и желаниями. Что путь к счастью в приобретении стольких материальных благ, насколько это только возможно. И на самом деле не важно, страдает ли от этого весь остальной мир до тех пор, пока у нас есть наш любимый образ жизни. В этом реальность. Так как же это связано с мусульманами? Почему мы при этом выбираем название «Мусульманское поколение Кока-Колы»? То, что здесь происходит, это, конечно же, война. Конфликт. И обратите внимание, что это не обязательно конфликт, в котором применяется оружие, вооружение. Но это прежде всего идеологический конфликт. Это война идеологий. Это война мировоззрений. Это война. Это битва за то, какова на самом деле природа человека. Какова цель жизни? Почему мы здесь? И в чем причина нашего существования? И что является средством достижения подлинного успеха и истинного счастья? Это и есть война. Это и есть конфликт. Но при этом мы также видим и другое представление о мире. Другую идеологию. Другую концепцию. И это ислам. Ислам учит нас чему-то совершенно иному. Ислам учит тому, что путь к успеху и счастью
лежит не в приобретении материальных благ и не в стремлении удовлетворить ваши страсти, желания и вожделения, и не в погоне за вашими прихотями и склонностями. Скорее, нужды человека совершенно отличаются от этого. Ислам учит тому, что те, кто следует по этому пути поклонения этому Богу, поскольку это что-то вроде Бога, поклоняется своеобразному божеству своих страстей и своих желаний. И в действительности это своего рода религия, это вид поклонения, это своего рода божество. Но это ложный Бог, это ложное божество. Ислам учит тому, что не этот путь ведет людей к достижению настоящего успеха, так как все это противоречит сути человека. И прежде всего ислам учит тому, что есть Творец, единый Бог, который сотворил эту вселенную и все, что в ней находится. И все это Он создал по причине и для цели. У всего есть цель. Все имеет причину. И при этом напрашивается вопрос. Какова наша цель? В чем причина нашего существования? Почему мы здесь? Какова цель существования человека? К этому моменту мы уже обсудили кое-что из культуры Кока-Колы. Материалистическую точку зрения. Но о чем говорит ислам? О чем говорится в Коране? Коран учит нас тому, что Бог создал нас для благородной цели. Коран говорит: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Бог говорит нам в Коране, что Он создал нас для поклонения Ему. Некоторые люди говорят: и это все? Я имею в виду цель моего существования только в поклонении Богу? Это потому, что у них очень скудное представление о том, что считается поклонением. Они рассматривают богослужение через светскую материалистическую перспективу, которая определена западным обществом. Поклонение – это что-то вроде хождения в мечеть 5 раз в день или в церковь раз в неделю. Вы выполняете некоторые ритуалы, некоторые действия, и это считается поклонением. Однако термин «ибада» в исламе, который мы переводим как «поклонение», наполнен очень-очень глубоким и богатым смыслом. Это нечто гораздо большее, чем просто некоторые формальные действия, которые вы совершаете. Поклонение в исламе является целым образом жизни. Это то, чем люди должны быть заняты на протяжении всей жизни. С того момента, когда они просыпаются, и до тех пор, пока не уснут, и по сути даже во время их сна. Поклонение должно занимать всю нашу жизнь. Но как это происходит? Как может поклонение занимать всю нашу жизнь? Как это возможно? Если мы посмотрим на определение термина «ибада», а это то, для чего Бог нас создал, для ибада, то что же это фактически означает? Смысл слова «ибада» мы можем объяснить как все то, что Бог любит, и все то, что Его радует. Все, что Бог любит, и все, что Его радует, есть ибада. Все, что Бог любит, и все, что Его радует, является поклонением ибада. Или мы можем не использовать слово поклонение, а просто сказать ибада. Будь то деяние сердца или деяние тела. Что такое деяние сердца? Люди думают, что такое деяние сердца? Деяниями сердца могут быть любовь, надежда, страх,
благоговейный трепет, доверие, опора, намерение, сила, искренность. А это примеры деяний сердца. Таким образом, вы должны стремиться сделать все деяния сердца деяниями, которые Бог любит и которые Его радуют. А деяние тела представляет собой такие действия, которые вы выполняете посредством вашего тела. Это может быть молитва, может быть пост, могут быть отношения между мужем и женой. Это может быть то, как вы ходите, как вы говорите. Все эти действия являются деяниями тела. Таким образом, вы должны сделать все деяния, которые вы совершаете, теми деяниями, которые Бог любит и которыми Бог доволен. И именно через эти деяния, и только через них, человек приобретает настоящий мир, спокойствие, счастье и удовлетворение. Только через эти деяния. Все остальное, как Кока-Кола. Как только вы выпьете, она даст вам быстрый прилив сил. На короткий срок она позволит вам почувствовать себя хорошо. Но это не продлится долго. И вскоре после того, как Кока-Кола поднимет вам настроение, она также его испортит. Реальность такова, что Кока-Кола никогда вас не удовлетворит. Она дает вам только временную иллюзию счастья. Для любого, кто привык употреблять алкоголь, курить марихуану или принимать наркотики, эта закономерность окажется еще более суровой. Это то, что знает каждый, кто сорвался в эту пропасть. Когда вы пьете алкоголь, курите марихуану или что вы там еще принимаете, у вас будет момент, который, например, в случае героина может длиться 24 часа, а при курении марихуаны продолжается в течение нескольких часов. При разных обстоятельствах по-разному. У вас будет тот момент времени, когда вы ощутите умиротворение и испытаете счастье. Но проблема в том, что эти ощущения исчезают. И другая проблема в том, что для того, чтобы заполучить назад эти ощущения, вы должны принимать все больше и больше и больше. И в конечном итоге вы доходите до такой стадии, что на вас уже это воздействие никакого не оказывает. Но вы уже пристрастились. Вы получили привычку. И вы продолжаете все по-прежнему. Даже зная, что это больше не даст вам вообще никаких преимуществ. Вы все же встали на этот путь почти полного самоуничтожения. Вы получили это, вы стали наркоманом. И на самом деле, вы с этого уже больше ничего не имеете. Фактически даже ощущение счастья теперь ушло. Но вы катитесь вниз в эту пропасть, от которой порой уже невозможно выбраться. Это реальность. Так что может показаться, что люди, которые не поклоняются Богу, не следуют по праведному пути, не делают все то, что угодно Аллаху, как бы счастливы. Может показаться, что они переживают моменты счастья. И вы можете увидеть те моменты счастья. И тогда вы подумаете: ах, эти люди счастливы, у этих людей прекрасная жизнь, у них хорошее качество жизни. Но это лишь временная кажущаяся видимость. Так что если вы понаблюдаете за ситуацией достаточно долго, исследуете ее достаточно глубоко и подвергнете ее достаточной критике, вы увидите, что на самом деле это не так. Вы увидите, что эти люди не остаются счастливыми надолго. Примером вышесказанного стали недавние события в Англии. И министр здравоохранения заявил о том, что многие молодые женщины начинают чрезмерно пить. Это проблема в Англии. Многие молодые женщины начинают чрезмерно пить. Это называется неконтролируемый запой. И этим обеспокоена министр здравоохранения, поскольку один из выявленных ими побочных эффектов является причинение печени большого вреда. Это наносит большой вред печени. И как это ни странно, я наткнулся на статью в газете, написанную двумя молодыми образованными девушками.
высокая зарплата, престижная работа, и они признались, что безудержно пьют. Но интересно, почему? Почему они безудержно пьют? Интересно то, что же является причиной их неконтролируемого запоя. Они признались, что жизнь такая пустая и скучная. Наша жизнь такая пустая и скучная, и мы находимся в состоянии депрессии. И единственное, что приносит временное облегчение, это безудержный гедонизм. Что значит предаться нашим страстям и нашим желаниям, и делать то, что хочется, и затем на мгновение нам становится легче. Это то, что сказала эта девушка, это то, о чем они написали. Как же возможно, что имея хорошую работу, хороший доход, красивую квартиру, дом, вещи, любые продукты, которые они пожелают, любую одежду, которую они могут надеть, как же возможно, что люди при этом ощущают пустоту и депрессию? Чего им еще не хватает? И что вообще может быть такого, от чего могло появиться ощущение пустоты и депрессии? Если вы посмотрите на тот или иной случай, вы найдете много похожих примеров. Вы услышите ту же историю снова и снова и снова. Стоит задуматься, почему? Почему так много рок-звезд идут по этому пути самоуничтожения? Наркотики, алкоголь, самоубийство. Они убивают себя всевозможными способами. Если допустить, что слава, красота, деньги – это средство для достижения счастья, то тогда они должны быть самыми счастливыми из всех людей. Но это не происходит. Это не срабатывает. Что-то не так. Это то, о чем я говорю. Когда вы посмотрите на этот вопрос глубже, вы обнаружите, что несмотря на то, что внешне эти люди могут выглядеть счастливыми и довольными, в реальности все иначе. Этот образ жизни не приносит никакого реального ощущения удовлетворения. И моменты счастья очень быстротечны. Иногда некоторые люди могут наскрести достаточно таких моментов и ситуаций, в результате чего их жизнь покажется счастливой. Но это не соответствует реальному положению дел. Ислам учит тому, что путь к счастью совершенно другой. Им является, как мы уже говорили ранее, наши действия, которые любимы и приятны Богу. Такие действия пробуждают в душе человека, в недрах человеческого существа, глубокое чувство благополучия, счастья и удовлетворения. И вы увидите, что люди блаженные и счастливы, даже если они испытывают невыносимые физические и психические лишения. Живут в очень скудных условиях и лишены предметов первой необходимости. В действительности, некоторые мусульмане и некоторые люди, вставшие на этот духовный путь, создали для себя такие условия, в которых они лишены многих так называемых физических потребностей. Поскольку они считают их в определенном отношении препятствием, барьером к достижению состояния истинного блаженства и счастья, которое возможно только при полном и подлинном поклонении Богу. Но при этом возникает проблема. Исламский образ жизни на идеологическом уровне является
конкурентом, угрозой, опасностью для потребительской, материалистической философии, культуры Кока-Колы. Почему? Потому что в ней есть нечто очень нездоровое. Эта культура зависит от того, чтобы вы были несчастными и влачили жалкое существование. Культура Кока-Колы нуждается в том, что люди находились в состоянии несчастья, поскольку несчастные люди являются потребителями. Несчастные люди должны заполнить свои никчемные жизни модой, музыкой, голливудскими фантазиями, наркотиками, алкоголем, спортом. Они, жалкие люди, должны заполнить свои никчемные жизни всеми этими безделушками. Эти вещи приносят им моменты счастья, в результате чего эти жалкие люди являются потребителями. Такова реальность. Они не являются теми, кто испытывает глубокое удовлетворение, благополучие и внутреннее счастье. Нет. Поскольку последние не являются хорошими потребителями. Таких людей не волнует, обладают ли они чем-либо или нет, поскольку они счастливы, независимо от того, есть ли у них или нет. Для них это одно и то же. И именно в таком состоянии должны быть мусульмане. Если у нас есть материальные вещи, мы благодарим Аллаха, и мы счастливы. Если у нас нет их, мы также благодарим Аллаха, и мы по-прежнему счастливы. И как же тогда убедить таких людей быть потребителями? Эти люди не будут приобретать вашу продукцию, покупать ваши журналы, слушать вашу музыку, ходить в кино, смотреть ваши фильмы. Они плохие потребители. Таким образом, реальность заключается в том, что эти люди идеологически и, по сути, даже экономически представляют собой угрозу. Потому что вся культура и все общество построено на том, чтобы нас окружали жалкие, депрессивные и недовольные люди. И при этом есть и другой образ жизни, который дает людям мир, спокойствие и счастье. И для того, чтобы быть счастливым, им не нужно выпивать бутылку Кока-Колы и проходить в кино, чтобы увидеть, как Стивен Сигал убивает тысячи мусульман, окей? Для хорошего самочувствия вам не потребуется слушать музыку и ходить на рейв-вечеринки в ночные клубы, чтобы танцевать всю ночь. Вам не нужно идти и покупать Гуччи, Армани или там Пьер Карден, Шанель номер 5, или что бы там ни было еще, верно? Потому что вы знаете, что вас это не беспокоит. Это люди плохие потребители. И поэтому они представляют прямую идеологическую угрозу. Итак, мы понимаем, что существует идеологическая война. И многие из нас, мусульмане и несульмане, и вообще простые люди, этого еще не осознали. Однако при этом я абсолютно уверен, что интеллектуальная элита западного мира это осознает. Впрочем, как и международные корпорации. Они видят эту опасность. И поэтому для них ислам представляет реальную угрозу. Он не представляет угрозу для нормальных людей, живущих в мире. Совершенно не представляет. Скорее наоборот. Ведь ислам это средство для достижения истинного мира, спокойствия и счастья. Но он представляет собой угрозу для интересов небольшой группы людей. И не только из-за духовных ценностей, но еще и потому, что ислам это религия, идеология и образ жизни, не основанный на материализме. Поэтому даже на политическом и военном уровне с исламом очень трудно бороться. Что можно сделать с людьми, которым в действительности все равно, будут ли они жить или умрут, на самом деле они будут счастливы умереть, если их смерть угодна Богу. И они с радостью это сделают. Так что же можно сделать с таким народом? Что можно сделать с такими людьми, которых даже нельзя подкупить, так как богатство их не волнует? Им нельзя угрожать экономическими санкциями и так далее и тому подобное, потому что богатство их не волнует.
И вы можете видеть, что даже если эти люди, возможно, не обладают последней военной техникой, у них может не быть самого современного оборудования. Однако в военном и политическом плане они также представляют большую угрозу. Эта идеология, этот менталитет весьма либерален. Очень либерален. Это то, что дает людям мужество и убеждает их пойти против западного политического, экономического и идеологического господства. Ислам дает людям мужество стоять за себя, не сильно беспокоясь о последствиях, потому что для этих людей важно не урвать удовольствие от своих желаний и страстей, а получить довольство их Господа. А сейчас я хочу немного вернуться в историю. И мне кажется, эта часть лекции немного больше ориентирована на мусульман. Если мы заглянем немного в историю, то увидим нечто очень интересное. Много чего интересного. При этом прискорбно то, что мусульмане не учат историю, не извлекают из нее уроков. Но сегодня из всей истории я хотел бы осветить вопрос распространения христианства. Можно сказать, что христианство возникло как небольшая секта в Иудее. Иншаллах, мы как мусульмане в любом случае верим, что это была истинная секта. В наши дни эта земля скорее известна как Израиль или Палестина, но в то время это была оккупированная Римской империей Иудея. Там жил человек. Мы верим в то, что это был пророк. Пророк, а не Бог, и не сын Бога. Звали его Иисус, сын Марии, или Иса ибн Мариям, и он был Мессией для евреев. Мессия значит помазанник. Он пришел призывать их к истинной, чистой религии Бога. К тому, что они должны поклоняться только Богу и подчиняться Его предписаниям. Сегодня у нас есть религия под названием христианство, которая, по мнению многих западных ученых, и, конечно же, это подтверждается Кораном, никоим образом не соответствует тому, чему учил Иисус или Иса ибн Мариям. Христианство – это уже абсолютно другая религия. Она не учит тому, что мы должны поклоняться Богу и следовать Его заповедям, а скорее она учит тому, что мы должны поклоняться Иисусу, что мы должны верить в то, что Он является Богом, и что спасение приходит от веры в то, что Он умер на кресте за наши грехи. В любом случае, сегодня я не предлагаю и не намерен вдаваться в долгие богословские исторические дискуссии на эту тему. Однако каждый, кто выделит время и проявит интерес, найдет в этом что-то очень примечательное. Вы знаете, что в 345 году языческий римский император Константин провел совет в городе Никея, который в настоящее время находится на территории Турции. Этот совет известен сегодня как Никейский собор. Он состоялся примерно в 345 году после Рождества Христова. На этом совете, созданном языческим римским императором, епископов, или скорее отдельно выбранных христианских епископов, заставили и принудили прийти к решению о том, какую веру, вероисповедание и Писание взять за основу, которая объединила бы всех христиан. Почему римскому императору, жившему в то время, почти 2000 лет назад, понадобилось это сделать? Языческому римскому императору. Почему? Да потому что христианство в то время было очень-очень-очень мощной силой в Римской империи.
Константин понимал, что до тех пор, пока христиане разобщены, спорят и пререкаются друг с другом, силы и власть его империи будут чахнуть. Поэтому на тот момент он хотел объединить христиан в одной доктрине. И результатом этого совета стало то, что впервые христиане были фактически вынуждены верить в определенную доктрину. Это стало называться вероисповеданием Афанасия. И на сегодняшний день оно известно как концепция триединства. Что Иисус есть Бог, и что Он имеет одну сущность с Богом. И также этим советом были выбраны так называемые 4 канонических Евангелия. Но что же произошло на самом деле? Рим стал центром христианства. Он стал известен как Священная Римская империя. Но что было на самом деле? И это очень интересно. На самом ли деле христианство подчинило Римскую империю? Или скорее Римская империя романизировала христианство? Иными словами, христиане подчинили себе Римскую империю? Или наоборот, Римская империя подчинила себе христианство? И если внимательно рассмотреть эту ситуацию, то можно увидеть то, что Римская империя оказала большее влияние на христианство, чем первоначальное учение Иисуса Христа на Римскую империю. На самом деле я помню то, о чем я размышлял в ходе обучения, в то время, когда меня воспитывали католиком, я проходил римскую греческую мифологию. Это удивительно похоже на то, во что я верю как католик. У римлян была троица богов: Сертанилиас, Соль Инвиктус и Митра. Митра был сыном Бога, и он был Богом, и он был ангелом Божьим, забирающим грехи мира, и он родился 25 декабря. Считалось, что благодаря Митре и поклонению ему ваши грехи будут прощены. И что это путь к спасению. У римлян также был пантеон богов, которым они поклонялись, и к которым они приходили с разными вопросами. Поэтому, если требовалось что-то одно, вызывали к этому богу, а если было необходимо что-то еще, то обращались к тому. Точно так же, как католики. Если вы что-то потеряете, то вам нужно молиться святому Антонию, а когда вы собрались в поездку, то вам следует обратиться к святому Христоферу, а если вы намереваетесь заняться каким-нибудь искусством, вам должно молиться святому Луке, святому покровителю искусств. Аналогично у римлян были разные боги для разных вещей. Я говорю, это же очень похоже. То, чем учит меня моя религия католицизма, так похоже на это. И только позже, когда я начал изучать этот вопрос, я понял, что на самом деле случилось то, что христианство стало язычным. Фактически они перестали отличаться друг от друга. Теология точно такая же. Если основные учения свести до основной теории, то то, что говорится в римском язычестве и христианском вероучении, очень-очень похоже. Едва ли можно найти хоть какое-либо отличие. И все это напрямую связано с мусульманским поколением Кока-Колы. Поскольку мы слышим, как люди говорят «Машаллах». Это трудно перевести, я даже не буду пытаться перевести «Машаллах». «Машаллах». Вы видите, даже при том, что события 11 сентября были чем-то очень плохим, несмотря на это, много людей сейчас принимает ислам. Это правда. Невероятное количество людей приняло ислам. Я видел это своими глазами в Англии, и я слышал трансляцию из Америки, в которой сообщалось, что многие люди пришли в ислам после событий 11 сентября. Почему? Поскольку это привело их к изучению ислама, к чтению Корана, к поиску того, что ислам представляет собой на самом деле. И тогда эти люди поняли, ислам это не то, что про него говорят. Он не является религией террора и войны. Люди поняли, что ислам истина. Это религия от Бога. И они приняли ислам. И тогда я взглянул со стороны, и проанализировал, и посмотрел на то, что происходит.
и посмотрел на заявления многих мусульман, мусульманских лидеров, мусульманских ученых. И когда я еще раз смотрел позицию и взгляды многих мусульманских лидеров во многих мусульманских странах, то ко мне пришла мысль, действительно ли мы видим, как западные люди приходят к исламу, или на наших глазах ислам проникается влиянием Запада? Воспитываем ли мы наших мусульман в исламе, или мы взращиваем так называемое мусульманское поколение Кока-Колы? Или я скажу другими словами, они называют себя мусульманами, они открыто исповедуют ислам, они говорят, что верят в Коран, они, возможно, даже молятся 5 раз в день, они постятся в месяц Рамадан, они дают закят. Но, и это очень большое но, когда вы станете изучать их взгляды, их убеждения и их мотивацию, вы увидите, что в реальности происходит смешение. Они взяли кое-что из того и кое-что из этого. Правда ли то, что довольство Аллаха является их мотивацией? Все ли их деяния направлены на то, чтобы заслужить любовь и довольство Аллаха? Или они теперь стараются идти на компромисс? Пытаются найти компромисс. Как мы можем называться мусульманами и при этом оставаться потребителями? Как мы можем продолжать погоню за вещами этого мира? И я думаю, братья и сестры, именно в этом и заключается болезнь сегодняшних мусульман. Это как раз та болезнь, которую с огромной радостью пропагандируют и распространяют наши идеологические конкуренты. И именно поэтому они нас уже разбили на 2 группы. Умеренные мусульмане и мусульмане-фундаменталисты. Как вы видите, с умеренными мусульманами проблем нет. С ними все окей, поскольку умеренные мусульмане являются поколением Кока-Колы. Мусульмане Кока-Колы говорят, мы мусульмане, мы молимся, но мы рады тому, чтобы принять принципы демократии. Мы рады принять положение единства религии. Мы рады признать, что многоженство является устаревшим понятием, и что оно не для наших дней. Мы с радостью приветствуем все эти идеи. И теперь мы собираемся освободить женщин. И мы сейчас собираемся сделать то, что называется либерализацией или освобождением женщин. Но это же отдельная тема для дискуссии. Мы рады заниматься ростовщичеством и брать ипотечные кредиты, и получать страховки, и наслаждаться музыкой и кино. Ну, в общем, быть мусульманами Кока-Колы. А другая группа – фундаменталисты. Кого вы называете фундаменталистами? И если действительно обратить внимание на этих так называемых фундаменталистов и изучить их, то, несомненно, среди них есть люди, которые являются экстремистами. Есть люди, которые выходят за рамки того, что разрешает ислам. Есть люди, которые совершают деяния во имя ислама, но это не от ислама. Я не пытаюсь ничего этого оправдать, так что поймите правильно то, о чем я сейчас говорю. Но в чем же реально обвиняют эту группу, называемую фундаменталистами? Давайте посмотрим, рассмотрим и изучим, что на самом деле происходит, в чем проблема с этими фундаменталистами, что они говорят. Они говорят, ислам – это целый образ жизни. Мы должны быть настоящими мусульманами. Мы должны создать ислам в нашей семейной и личной жизни, и в нашей политической, и в нашей экономической жизни. Быть мусульманином значит не только молиться 5 раз в день. Речь идет о принятии всего сказанного в Коране. Это значит то, что мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, думаем и говорим, было тем, что Аллах любит и что Его радует. Законы и правила, по которым мы живем, семейный, международный и уголовный кодекс. Все это рассматривается в исламе. Коран всему этому учит, поскольку ислам – это целый образ жизни.
И такой образ жизни сейчас признан опасным. Фундаменталисты. Именно их сейчас признают реальными идеологическими конкурентами. Так называемый фундаменталистский ислам. Поскольку реальность такова, что мусульман Кока-Колы уже подмяли под себя. И не сколько они принесли ислам на Запад, сколько Запад обратил их в свою идеологию. И теперь с конвейера сходят западные версии ислама. И это настолько широко распространилось, что даже те, кто причисляет себя к мусульманам-фундаменталистам, часто находятся под очень сильным влиянием идей западного общества. На самом деле, будучи с вами полностью откровенным, я скажу, что, вероятно, во мне также живет часть мусульманина Кока-Колы. Нет, я серьезно. Я буду честен по отношению к себе. Я действительно думал, по ходу этого разговора, насколько он справедлив. Многое из того, за что я критиковал людей, возможно, у меня есть самого. Может быть, есть некоторые вещи, которые мне нравятся. И будучи откровенным, скажу, что мне очень много нравится из западной жизни. И может быть, не совсем хорошо говорить о том, что вы не должны радоваться этим вещам. В исламе, альхамдулилля, этой красивой и сбалансированной религии, вы можете наслаждаться красивыми вещами в жизни. Вы можете наслаждаться прекрасными вещами. Вы можете наслаждаться товарами и вещами этого мира. Вам разрешено это делать. У вас может быть хороший автомобиль. Вы можете пить Кока-Колу. На самом деле это не харам. Пить Кока-Колу не запрещено. Вы можете носить обувь Nike. Вы можете это делать. Вы можете надеть джинсы Wrangler, если хотите. Это не запрещено. Это не запрещено. Но дело в том, и это связано с тем, о чем я говорил ранее. Дело в том, что как мы верим, эти вещи не являются источником нашего счастья в жизни. Другими словами, если у меня это есть, хорошо. Если у меня этого нет, тоже хорошо. Если у меня хорошая машина, отлично, альхамдулилля, я благодарю Аллаха, и я доволен. Нет автомобиля, я также благодарю Аллаха, я восхваляю его, и я доволен. Но реальность такова, братья и сестры, что для большинства современных мусульман дела обстоят далеко не так. Дела обстоят далеко не так. Если у нас нет хорошей машины, мы недовольны. Мы страдаем, если у нас нет собственного дома. Если нам сейчас не платят большую зарплату, мы несчастны. И нам плохо, если мы не одеты в хорошую одежду. И все это является реальным признаком того, что мы повержены идеологически. Это те условия, о которых мы с вами, братья и сестры, оказались. Это действительно то, что предсказал пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует. Он предупреждал нас и говорил нам об этом. Он сказал, что наибольшее опасение за нашу нацию и умму в том, что Аллах откроет двери к материальному имуществу, к вещам, то есть материальной собственности. Из-за этого мы будем соперничать и состязаться друг с другом не для довольства Аллаха, а для того, чтобы приобрести эти вещи. По сути дела, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал и предсказал то, что происходит сегодня. Он сказал: скоро народы соберутся вместе и будут забирать у вас, подобно тому, как это делают те, кого пригласили на пир. На что его сподвижники сказали: «О посланник Бога, произойдет ли это от того, что наши ряды будут малочисленны, из-за того, что нас будет слишком мало, поскольку единственной причиной, по которой враги могли прийти и забрать земли и владения, была, по их мнению, их малочисленность, то есть, что их будет слишком мало, чтобы себя защитить». Так представляли это сподвижники. Мы не сможем себя защитить только в том случае, если нас будет так мало, и наши ряды будут настолько малочисленны. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет. Он сказал: вас будет так много, как пены в море. Сколько пены морской. Но вы будете подобны мусору, плывущему вниз по течению. И под этим он подразумевал то, что ряды мусульман будут многочисленны, но они будут подобны мусору, очень низкого качества. А потом он добавил: и Аллах заберет страх из сердец ваших врагов. Подразумевая то, что враги больше не будут вас бояться. И в ваши сердца
он вложит. وحن И сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, что такое?» وحن И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: حب الدنيا وكرية الموت. любовь к этому миру, любовь к жизни и страх перед смертью. И сейчас так и есть. Сегодня 1,6 миллиарда мусульман на поверхности земли. На сегодняшний день ислам – это самая многочисленная религия в мире. В настоящее время каждый 5-й человек на поверхности земли мусульманин. Как пена в море. Но что же мы видим? Что мы видим? Мы видим, как наши враги сделали наши земли своим пиром. Они присосались к нашей нефти, к нашим ресурсам. Они контролируют нас политически и экономически. Могли бы даже сказать, что фактически они уже начинают нас контролировать идеологически. Почему? Почему? Потому что в реальности мы стали как они. Мы сдались, мы начали следовать их образу жизни. И сейчас мы начинаем любить жизнь, мы приветствуем жизнь, мы наслаждаемся жизнью. И мы начинаем думать, что эта жизнь единственное, что есть и будет до конца, и что она источник удовольствия и счастья. И как раз в такой ситуации мы с вами оказались. Хотя на самом деле реальность такова, что этот мир всего лишь очень временный обитель. Наше пребывание на этой планете, наше пребывание в этой жизни очень-очень краткосрочно. И та жизнь, которая последует за этой, по-настоящему основательна и долговременна. Я тут отметил что-то весьма симптоматичное. То, что, на мой взгляд, бросается в глаза. Некоторые качества, которые являются знаковыми для так называемых мусульман Кока-Колы. И еще я кое-что хотел сделать, но передумал. Я хотел сильно встряхнуть эту бутылку Кока-Колы, и затем я собирался ее открыть. Я думаю, вы все знаете, что происходит, когда вы встряхиваете бутылку Кока-Колы, а затем открываете, верно? Вы знаете, что происходит. Пшш, и она льется во всех направлениях. Вся Кока-Кола выливается, бутылка остается совсем немного, чуть-чуть, и она все на вашей одежде, она теперь очень липкая, это все очень отвратительно. И на дне бутылки осталось немного тусклой и очень отвратительной жидкости. И в этом суть проблемы. Мы, мусульмане, такие же. Кто-то пришел, он хорошо говорит, он читает лекцию. Он читает, знаете ли, захватывающую дух лекцию и у всех душевный подъем. Все сразу же воодушевлены, все сразу же вдохновлены, все сразу же впечатлены, и затем происходит такой пшш. И потом, через 3 дня, через 3 месяца, что осталось? Ничего. Ничего. Ничего, что принесло какую-либо пользу. Ничего приятного даже на вкус. И это то, какие мы стали. В точности, как люди в западном обществе. Это как раз то, что у них. Вы знаете, они становятся такие эмоциональные. Станция 8, диапазон 8. Знаете, помогите всем, помогите этим, всполохните их эмоции. Песни Симпсона, ух-ух-ух. Вот так. И затем, через какие-то 3 недели, они обо всем забыли. Что следующее? Какие следующие новости? Что следующее? Они обо всем забыли. Нет ничего постоянного. Вы знаете, мы все становимся эмоциональными, мы становимся такими, мы хотим изменить окружающую среду. Нам нужно сделать то, нам нужно сделать все. Нам нужно опять сделать мир зеленым, с нашего восторга хватает на несколько дней. Мы кладем пару консервных банок в мусорный бак, и все. Мы сдаемся. Все именно так и происходит. Так что нам постоянно нужно находить что-то новое. Новые рекламы, новые компании, новые вещи. Это подобно Кока-Коле. Вы трясете, пшш. Но что осталось? Мусульмане стали эмоциональными. Мы реагируем на все эмоционально. Мы реагируем на все эмоционально. И, к сожалению, эти эмоциональные реакции могут быть очень жестокими. Это против ислама. Это противоречит исламу. Мусульмане не должны поддаваться эмоциям. Мусульмане должны следовать книге Аллаха. Словам пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Эмоциям там не место. Мы ищем только то, что угодно Аллаху.
Возможно, мы будем подвергнуты многим испытаниям, многим проверкам и многим несчастьям. Но если требуется быть терпеливым, а это то, что хочет Аллах, то мы будем терпеливы. И если мы должны бороться, то мы будем бороться. Но это должно происходить в соответствии с тем, чему нас учит Аллах, и с тем, как Он нас этому учит. Но мы, братья и сестры, не такие. Мы стали эмоциональными людьми. И вот, к примеру, факт, о котором вы, уверен, знаете. Когда во всех новостях говорили о событиях в Боснии, мы все стали собирать деньги для Боснии. И мы отправили, не знаю, как в других местах, но в Европе люди отправили грузовые автомобили состава в Боснию. В Боснии сейчас множество проблем, но до этого больше никому нет дела. Вскоре теперь появилось Косово. Косово появилось в новостях, и мы отреагировали на это. Потом была Чечня, соответственно, мы отреагировали на нее. А затем было то, а потом другое. Так происходит. Что бы перед нами не поставили, на то и будем реагировать. Это эмоции. Не такие должны быть мусульмане. И все это связано с огромной нехваткой знаний и глубокого понимания. Мы и вправду стали такими невеждами, даже в своей религии. И в этом суть проблемы. Должен признаться, я тут кое-что еще набросал. Например, ваше представление о браке, каким он должен быть? Что для вас брак? Я тут припрятал небольшую анкету, я быстро по ней пройдусь, ладно? И мы узнаем, являетесь ли вы мусульманами Кока-Колы. Я вам обещал, что оставлю этот вопрос на конец лекции. Являетесь ли вы мусульманами Кока-Колы? Так что, может быть, давайте уже пройдемся по анкете, что вы видите, являетесь ли мусульманами Кока-Колы, хорошо? Вопрос номер один. Для того, чтобы увидеть, являетесь ли вы мусульманами Кока-Колы, ладно? Первый вопрос. Ваш иман. Если я буду раскрывать это понятие, то на это уйдет еще одна лекция, и поэтому я не буду об этом говорить сейчас, хорошо? Мусульмане в любом случае знают, что такое иман, мы приблизительно переводим иман как вера. Ваш иман, поднимается ли он в самый верх, а затем падает вниз? И потом снова вверх и опять вниз. Это первый вопрос. Понимаете ли, он высоко вверх, а затем падает вниз, вверх и вниз? Так ведь все происходит, да? Если да, то вам 1 балл в пользу мусульман Кока-Колы, верно? Второй вопрос. Вопрос номер 2. Кстати, вопросы могут идти не обязательно в этом порядке. Считаете ли вы, что у мужчины должна быть всего одна жена? В смысле, не более одной жены в один период времени? Если вы считаете, что у мужчины должна быть только одна жена, поставьте галочку в пользу мусульман Кока-Колы. Как вы считаете, брак – это только союз любви или отношения, дающие основу для создания лучшей мусульманской нации? Считаете ли вы, что брак – это любовь-морковь, роман из Голливуда-Болливуда? Если да, то поставьте жирную галочку в пользу того, что вы голливудский мусульманин Кока-Колы. Вопрос номер 3. Третий вопрос. Хотите ли вы 2 или максимум 3 детей, чтобы дать им лучшее, или же планируете обзавестись целой футбольной командой? Если вы надеетесь, если вы планируете 1 или 2 людей, чтобы дать им лучшее, то вы определенно в Лиге мусульман Кока-Колы. Безусловно, это большой признак того, что вы мусульманин Кока-Колы, не сумевший устоять перед идеологией Запада. Когда вы слушаете речь лектора, и вам нравится его выступление, вы хотите получить у него автограф? Если да, вы мусульманин Кока-Колы, еще 1 балл в пользу мусульман Кока-Колы. Вы предпочитаете получать знания с аудио и видеозаписей, или занимаясь с учителем и заучивая тексты наизусть? Если единственный способ получения ваших знаний это аудио и видеозаписи, то определенно поставьте еще 1 балл в пользу мусульман Кока-Колы. Являетесь ли вы завсегдатаем блокбастера, фильмограда или любого другого видеомагазина? Если вы являетесь, то ставим галочку. Это еще 1 балл в пользу мусульман Кока-Колы. Ждете ли вы последних дисков J-Lo, Eminem или любых других музыкальных дисков? Или вы ждете последних исламских книг? Или и то, и другое? Если вы ждете последних дисков J-Lo, Eminem и других музыкальных дисков, то забудьте про эту анкету, вы даже не в мусульманской лиге. Иншаллах, вы в любом случае по-прежнему еще мусульмане. Но это нехорошо. И вы должны там поставить 2 балла в пользу мусульман Кока-Колы. В случае, если вы ждете последних исламских книг, все хорошо, проблем нет.
И если того и другого, то ставьте 1 балл в пользу мусульман Кока-Колы, поскольку мусульмане Кока-Колы именно такие, они берут немного того, немного этого. Так что, если вы выбираете и то, и другое, то вы ставите себе галочку. Вы проводите больше времени, читая Vogue, Hot 4, как вы говорите, это журнал самых быстрых автомобилей, Клео, Долли или похожие журналы по интересам или хобби. Вы проводите больше времени, читая их. Вы тратите время, смотря фути. По-вашему, я должен произносить это слово фуди, да? Да, именно так, фуди. Хотя по-английски мы бы сказали фути. Итак, на что вы тратите больше времени? Вы тратите больше времени на чтение этих журналов и на просмотр фуди? Или вы это время отводите чтению Корана и изучению книг исламского содержания? Если вы большую часть времени уделяете хобби, я не говорю, что хобби это харам, может быть, вы просто уделяете этому больше времени, чем должны, то вам необходимо поставить галочку рядом с пунктом мусульмане Кока-Колы. И последний вопрос. Вы предпочитаете воспользоваться ипотечным кредитом или останетесь довольны арендной платой? Если вы хотите взять ипотечный кредит, то определенно, братья и сестры, вы должны поставить себе 5, 10, 15 баллов в пользу мусульман Кока-Колы. Ну вот, в любом случае, иншаллах, это была моя краткая анкета на тему, являетесь ли вы мусульманин Кока-Колы или нет. Иншаллах, я надеюсь, вы здесь не набрали слишком много баллов. Я не буду говорить вам, какое число баллов было у меня. Но, иншаллах, мы надеемся, Аллах Субхану ва Тааля направит всех нас к тому, что лучше для нас. Хотя мы закончили на веселой ноте, конечно же, братья и сестры, разговор имеет очень серьезную подоплеку и очень серьезное содержание. Итак, братья и сестры, несмотря на то, что мы закончили на веселой ноте, здесь есть то, о чем мы должны всерьез задуматься, и над чем мы должны размышлять, поскольку в конечном итоге речь идет о нашем آخرة Речь идет не только о آخرة о том, является ли место нашего назначения обителью радости или обителью мучения, местом блаженства или местом страдания, но и о реальном состоянии наших сердец и наших душ в этой жизни. Будем ли мы из тех людей, кто действительно счастливы, действительно довольны, действительно умиротворены, или мы просто станем теми людьми, которые испытывают моменты мимолетной радости, но в реальности наша жизнь – это неспадающая воронка несчастья, где мы потребляем все больше и больше, и самоуничтожаем себя, и уничтожаем наше общество, и уничтожаем нашу планету. И мы ищем у Аллаха убежище от этого. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.